Ситуация с Ухтинской школой номер 20, которую не успели отремонтировать к началу нового учебного года, стала поводом для вмешательства экспертов Общероссийского народного фронта. Случай оказался не единичным. В республике похожая история произошла и в Троицко-Печерске. Подробнее Михаил Алипченков. Сроки сорваны, и крыша продолжает течь. Причиной стали нарушения при подготовке документов. И вроде здоровью учащихся ничего не угрожает, да только ремонт продолжается и сейчас. Оттого входить в зимний период придется с дырявой крышей. Качество проектно-сметной документации никто не проверяет. Дело в том, что у нас Градостный кодекс Российской Федерации, статья 49, она ограничивает те объекты, которые подлежат, те проекты, которые подлежат государственной экспертизе. Или коммерческой, или государственной. Все объекты, которые строятся за счет бюджетных денег, в том числе капремонт, они должны проходить или госэкспертизу, или достоверность сметной стоимости. Но достоверность сметной стоимости, она не проверяет качество документации, полноту, она проверяет только расценки. Заказчиками выступают сами школы и их директора. Последние не являются специалистами в строительстве, и они не могут вносить изменения в некачественные документы, отчего подрядчики и не начинают ремонтные работы. Система так выстроена. Действительно, директор школы не может нормально сформировать техническое задание. Должны быть те, кто на профессиональной основе будет заниматься своим делом. Это, во-первых, разрабатывать техническое задание. Во-вторых, посмотреть действительно, какие работы нужно провести, какими материалами провести эти работы. Но вот это не должен делать ни директор школы, ни руководитель больницы, ни там кто-то из бюджетников, который вот отвечает за определенный процесс. Как итог, из-за некачественной подготовки документов страдают все, в том числе предприниматели, которые не могут начать работу. А особенно сейчас, в период пандемии, работы по госконтрактам чуть ли не единственное спасение для предприятий. Активисты ОНФ в Коми ранее убедились в остроте вопроса при подготовке сметной документации, когда строятся ФАПы. Важно каждую конкретную историю мониторить, а практику схожую объединять. Михаил Алипченков, Роман Боровиков, Юрган, Сыктывкар.